Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің даусым анық естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Әріптестер, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Дегенмен де біздің жоспар бойынша жұмысымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Алматы қаласы білім басқармасы, қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығы, техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің жоспарына сай, IT құзыреттілігіңді жетілдір жобасы аясында колледж педагогтері үшін қалалық оқыту вебинары ұйымдастырылып, әр ай сайын өткізіліп отырады. Жобаның мақсаты білім беру мекемелеріне әріптестер, микрофондарыңызға мұқият болыңыздар. Жобаның мақсаты білім беру мекемелеріне ақпараттық технологияларды енгізу, оқытушылардың біліктілігін арттыру, әдістемелік көмек көрсету болып табылады. Бүгінгі вебинарымыз білім беру үдерісінде жасанды интеллектті қолдану мүмкіндіктері тақырыбында Алматы инновациялық техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Аджан Серікболсын өз тәжірибесімен бөлісетін болады. Бүгінгі тәжірибе алмасуымыз, іс-шарамыз сіздердің жұмыстарыңызда үлкен үлесін қосады деген оймен. Аджан Серікболсын, сөз кезегін өзіңізге береміз. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я продемонстрирую вам, как работает у нас и для преподавателей, то есть платформа SmartPoint. Давайте сейчас запущу демонстрацию экрана. По демонстрации не берется доступ. Әріптестер, камераларыңызға мұқият болыңыздар. Надеюсь, им видно. Платформа ClassPoint, для чего она вообще нужна? Наверное, некоторые из вас слышали о нем. Это и платформа для преподавателей, чтобы создавать различные презентации, в реальном времени его продемонстрировать студентам. В то же время у него внутри будут различные геймификации в виде викторины, и структура у него тоже очень хорошая, то есть у него внутри есть тесты, ответы в виде рисунков, ответы в виде видео, либо ответы в виде изображений. Сейчас мы с вами вместе посмотрим, установим и узнаем, как она у нас вообще работает, и пригодится она ли нашей жизни как преподавателям и так далее. Так, теперь мы находимся с вами на сайте ClassPoint. Чтобы начать работу, мы можем с вами нажать на кнопку Get Started Now, и после чего он нам подскажет просто скачать и установить его в виде программного обеспечения. Так как она работает у нас как интегрированная система для Microsoft PowerPoint, мы его можем использовать как раз-таки для PowerPoint. Очень удобно, да? Потому что все преподаватели у нас знают, как презентации создавать и так далее. Вот у некоторых очень большой талант, они создают красивые страницы, и как раз-таки ClassPoint дает вам шанс, дает вам возможность создавать еще более красивые страницы с использованием искусственного интеллекта. И теперь давайте посмотрим, какой у него функционал вообще есть. Самая первая страница нашей презентации говорит о том, что у нас есть справа вверху ClassPoint, уже интегрированная, так как вы его установили и дали разрешение, чтобы вы могли его добавлять в свою презентацию. После чего у вас слева сверху стоит логирование, то есть вы должны зайти от своего аккаунта вот здесь, чтобы создавать различные презентации, и у вас был какой-то доступ к ним. Потом давайте мы его попробуем сейчас запустить. Давайте я нормально поставлю вот так. Чтобы запустить эту презентацию, мы с вами можем нажать на кнопку снизу, которая находится вот здесь.
И у нас презентация, в принципе, запускается в виде класс-поинта, потому что мы видим с вами снизу стоят различные кнопки, индикаторы, карандаши и так далее. Самое классное в класс-поинте то, что вы можете использовать тут временный карандаш, то есть вы что-то нарисовали, например, А плюс Б, и так далее, она исчезает через какое-то время. Либо можете поставить какой-то маркер, нарисовать что-то, и его с помощью стерки вы можете убрать. Тоже есть у нас маркер такой, его тоже можете убрать. Потом давайте еще функционалы посмотрим. Вообще основной принцип ClassPoint, зачем она нужна, это создание презентации в реальном времени, демонстрирование, да, и я хочу, чтобы вы были в качестве студента и зашли в мой класс. Я сейчас объясню. Давайте я поменяю тут класс. Справа сверху вы можете создавать классы, давать доступ к студентам и так далее. Давайте я сейчас поменяю свой класс. У меня будет new класс. Чисто рандомные цифры будут. И вот эту ссылку можете отсканировать QR-код, либо же вы можете скопировать этот путь. Давайте я вам отправлю как раз-таки в чат. Чат у нас находится вот здесь. Вот сюда я отправлю сейчас в чат ClassPoint. И, пожалуйста, я прошу вас зайти. Когда вы зайдете через телефон, у вас автоматически заполнится вот здесь код, класс-код, да. Вы можете зайти от любого имени, написать. Например, у нас зашла вот Махпал и Луиза. Добро пожаловать. Видно то, что они у нас сейчас находятся онлайн, то есть тут есть зеленый кругляшочек, значит, они находятся у нас онлайн. А если они не онлайн находятся, то она станет серой. Вот Алена у нас зашла. В принципе, Smart ClassPoint у нас является бесплатной платформой, только с ограничениями. То есть до 25 студентов вы можете добавлять в свой класс, чтобы вы могли дальше с ними работать. А если у вас свыше 500 студентов в одном классе, то вам придется купить премиум-версию. Но думаю, то, что у каждого класса у нас, например, в колледже, в школе не больше 25 студентов, я думаю, так что все поместятся вот сюда. Так, надеюсь, все зашли. Давайте, в принципе, хватит нам 6 студентов. Я просто сейчас начну. У вас откроется вот здесь. Давайте я еще поставлю у себя. У меня, например, браузер стоит вот здесь. Я еще ClassPoint у себя открою, чтобы мне тоже было видно, да? Вот 7 студентов уже зашли. Так, я скопирую путь, себе вот как раз-таки поставлю вот сюда. И зайду тоже от своего имени. Вот, например, Серик Посун, да? В принципе, если у вас ноутбук, ничего страшного, через ноутбук тоже очень хорошо презентация видна. Вот, например, я сейчас нахожусь на этой странице, что-то презентую своим студентам, и они у нас сразу видят, что вы презентуете им в реальном времени. Вот что-то, например, вот здесь вот вы нарисовали и так далее. Вот здесь вот она будет, в принципе, видна. Теперь, если страницы меняете, она тоже с вами параллельно меняется. Так, самое первое, то, что хочу я показать через SmartPoint, например, ClassPoint, извините. Вот здесь у нас находится некий такой multiple choice. Multiple choice. Это означает то, что вы можете выбрать какие-то варианты. То есть вы можете создать через обычный PowerPoint вот такие вот вопросы. То есть, что which planet is known as a red planet? Какая планета называется красной планетой, да? Вот. Вот здесь вот как раз-таки мы можем поставить а, какой-то выбор, да? Давайте мы еще попробуем поставить. Я сейчас в реальном времени поставлю его. Мы находимся в этой странице сейчас, и у нас multiple choice стоит, видите? Вот. И если мы его запустим, что у меня оно исчезает почему-то, я не знаю. Так, секундочку. Вот. Я нажал на Multiple Choice, и у вас должно открыться вот здесь вот на вашем сайте, который вы зашли, справа индикатор. Если через телефон, то она тоже выходит. Вы можете выбрать один ответ из них и отправить сразу мне. А,
Если вы хотите посмотреть результаты, вы можете нажать на кнопку Responses, и у вас выйдут те, кто ответили на вопросы. Вот Салтанат, например, у нас ответила как вариант А, да? Как вариант А. Вот у нас вариант А, это Земля, но, к сожалению, это у нас немного неправильно, это будет у нас Марс. Так, ну, в принципе, не так уж и важно. Главное нам понять, как работает вообще сама платформа. И теперь, вот как вы выбрали варианты, например, вот Б у нас правильный ответ, Луиза ответила, мы можем как раз-таки им поставить звездочки. Тогда у вас выйдут звездочки, и вы очень хороший ученик получается. Вот. Музыку тоже можете поставить, вот так музыка выходит, и респонсы сможете убрать пока что, чтобы студенты не видели через ваш экран ваши ответы, да? Вот. Потом у нас тут таймер стоит, можем, в принципе, ими манипулировать, поставить какой-то таймер, чтобы у вас она закрывалась автоматически. Если все ответили на вопрос, то можете просто закрыть через Submission. В принципе, да? Очень легко, очень понятно всем. Дальше у нас что еще есть? Multiple choice, тут тоже у нас стоит type your question here. То есть вот этот multiple choice, он должен у вас тоже открыться. Вот Restart Activity сделаем как раз таки. Вот Restart Activity, и у вас открывается теперь вот эта страница. Вот здесь вот тоже Multiple Choice можно выбрать. Можете не выбирать, в принципе. Давайте его тоже закроем. И теперь у нас с вами вот здесь вот выходят все кнопки, какие виды тестов есть, например, да, не тестов, а таких испытаний. Так, это у нас multiple choice, то, что вы только что посмотрели. Word Cloud у нас тоже есть, short answer. Давайте я вам сейчас покажу, как работает у нас Word Cloud, да? Word Cloud у нас как работает. Для этого я подготовил тут немного другой слайд. Другой слайд у нас тут находится. Вот. Вот здесь вот я как раз-таки хочу, чтобы вы сейчас кое-что сделали. Так как мы находимся с вами в моем аккаунте, тогда у вас автоматически меняется вот страница. Если я запустил у себя, например, другую презентацию вообще, да, там была другая презентация, а вот это вторая презентация, тогда у вас тоже она меняется. Давайте мы попробуем сейчас поставить кое-что. Так, кто создал компанию Apple, да, например? Кто создал компанию Apple? В принципе, очень легкий вопрос. И если вы, например, преподаватель, который хочет задать такой вопрос студента, вы можете выбрать вот как раз внутри класс-поинта. У вас есть Word Cloud, называется. Вот Word Cloud. Word Cloud. Так, секундочку. Продолжить слайд-шоу. Так, сейчас, секундочку, я закрою. Секундочку, да? Так, потом обратно сейчас откроем. Да, Word Cloud, вот он создался. Теперь давайте я попробую вот это вот запустить. Просто Word Cloud кнопку поставил. Тут вопрос, кто создал компанию Apple. И можно, в принципе, его запускать. Я запускаю для вас. Видим то, что у нас, кто создал компанию Apple, стоит. Вот здесь почему-то она вот исчезает. Да? Секундочку, почему? Из-за интернета, может. Возможно, из-за интернета вот это вот у нас немножко лагает. Так, если запускать вот отсюда, то она должна работать хорошо. Вот это я уберу. Вот это я тоже уберу. Давайте сейчас попробуем. Так, создаем. Создаем. Но почему-то у меня не выходит. Сейчас, секундочку, подождите, одну минуту. Әріптестер, бір айта кетейін дегенім, қазір егер уақыт бітіп қалған жағдайда қайтадан осы ссылкамен
қосылсаңыздар болады. Және Атжан Серікболсынға соңғы жағынан сұрақтарыңыз болса дайындап отырыңыздар.